Все, собрались мы на охоту. Теперь вот из этого все надо перегрузить вот в эту маленькую машинку. Давай прицепим. Подставь эту палочку. Я тоже думаю, давай прицеп зацепим. Давай прицеп зацепим. И никаких проблем, да? И прокатим твою рекламу. Надо длинные вещи, значит, одно сиденье опустить. Так, ну вроде бы все. Нормально. Бумаги хватит, нам точно не надо больше. Вот не хватит. Все вошло у нас вот так вот в машину. Так что вот сегодня мы едем на охоту. Сегодня один, так что сегодня будете смотреть на мою морду небритую. Так что смотрите, что будет дальше. Сами не знаем. Так, проверили машину, которая долго стояла. Подкачали колеса. Болтики все есть, надеюсь. Вот, тут еще выяснилось, что я спальник, оказывается, забыл дома. Ну, сейчас по дороге где-нибудь купим. Пойди, возвращаться уже не будем. И так возвращались за бутербродами. Но это святое. Ну все, на манеже все те же. Вроде бы все забыли. Теперь уже останется точно дома. Обратно уже не будем возвращаться. Да. Поехали. Да, мне же сказали снимать все, что видишь, то и снимай. Я совсем забыл снимать за разговорами. Короче, едем мы в одну якутскую деревеньку, а там будем переходить на острова. Или переплывать, посмотрим по обстановке водной. Как будто мы в горы куда-то едем. Как я сказал, там в одну якутскую деревеньку, да? В горах Аляски. Исправно просто. Ну, нам еще пилить и пилить. Здесь уже рядом. Офигеть, блин. Показать. Лед. Ну. А там вон конкретно вода широченная уже, да? За береги. Да, как-то мы, типа, собрались так по льду перейти. Переходилка бы не отвалилась. Может, не стоит? Все, уже ехал, уже, блин, столько километров проехали, чуть осталось, еще 100 километров. Вот докуда у нас сделан на трассе УМНАС асфальтовое покрытие сделано. Кончилось оно за селом Болгонектах, кончилось. Цивилизация. Да, теперь Там что, в охранку? сейчас у айфона хорошая стабилизация, интересно.
дозаправиться немного. А тут вот такие вот коняшки ходят. Вот это вообще прическа у нее а-ля 70-е. Она же не видит ни хрена. Пока еще ни разу не врезалась. Еще думал, издалека это бизон. Все это получается крайняя заправка по этой стороне Туймады нефти. Смотри, какой красавец, да? Ну вот я говорю, как он ходит, он никуда не в пар. Грива у него. Офигеть. Ке. Они по этой дороге не ездят, да? Когда он не ездит? Ну, фонари же даже есть, да? Хоть вот справа. Почему фонари? Стоят. Все. Электричество работает, они вообще. Лахана. Ну сейчас-то светло, нет? Я бы ночью приезжал, не работает. Сейчас должна кончиться, да, наше удовольствие? Вот оно. Сейчас направо. Сейчас направо налево. Блядь, я не знаю, где право. Да, из меня оператор, конечно. Так вот, бутылка в ноги упала. Там Оператор выходит. хатоны. Там же осетров разводит с левой стороны. Вот она, река-то. Вода сверху пошла, да? Похоже, Зайчий Петлан на Алданскую, да? Только в другую сторону. Уснырская, которая. Уснерскую там уже все сравняли, уже Колыма не та. Не, там есть, я же недавно ездил. Нет, она, конечно, будет, ее просто подстригли, она теперь не такая крутая, шире. Может, они наоборот здесь с Еланки в город ездят на охоту. Идет водичка. Да, вот всю Малая Китыме речка была там. Не видно, сильно отсыпали. Почти приехали, минут 15 еще. Там уже проснулся. Да, уже реально. Река Китыме шумит вовсю. О, воды-то сколько. Блин, запах офигеть. Ух, какая речка. Смотри, вон палатка стоит. Вот, смотри. Вот Китыме. Сейчас на нее открыт сплав. Стоит 10 тысяч. Вот здесь вот съезжают машины, разбирают байдарки, катамараны и сплавляются до устья, выходят в Лену. Тут, смотри, вон палатка стоит. А, ну вот это сплавщики и есть, видимо, палатка.
Это они как раз сплавщики, их база. Лодка стоит. Да, оператор из меня, конечно, никудышный. Вот и село Китары. Чего? Вон полоска. Дорога. По ней. Нет, там еще лед. Зря мы брали волокуши, надо было лодку брать. Какую, которую дна нет? На той стороне начало Ленских столбов. У всех уже лодки расчехлены, все готово. Представляешь? Да, во дворе манки поставил, во двор садятся. Тундра сено водит. Видел, да? По назначению машины. Ну. Грузовик. Причем тундра такая нормальная. Сюда, да? Угу. Тоже недоиная ходит. Зеркал у него не
воде поедем. Вон, течение, уже вижу все. Где же зеленые ворота, да? Ну что ты тебе не звонишь, что мы приехали? Мы здесь сотовую сняли. Ну вот мы и приехали в село Титары. Вот такой вот домик. Это вот печка. Вот она еще тепленькая. Картошечка сушится. Шторочки вот так вот. Как маленькие окошечки. Все как у бабушки, только не было вот такого телевизора. Он стоял на тумбочке и был накрытый всегда салфеточкой. Вот так вот. Ну все, мы даже переоделись. Взяли рюкзаки. И капец. Попробуем попасть. Так, сумка с документами моя еще там. Все готовы? Дядя Петя, в кемпиндяй хоть, да? Все, сели в УАЗик. А так, документы проверять должны было, да. Максим, УАЗик, Не говорю. проверяли? да? Потеряю подарок. Ну палки не взяла, забыли. Теперь вот этот вот весь пудр надо переправить. Как бы. Спасибо, Саша. Счастливо. Под такими скалами. С пещерами. А зачем ты туда складываешь? Они же не поплывут. Вот так вот. На рыбалку поехали. Не на охоту. Главное, чтоб не Титаник. Вот я уже на таком месте. Вот так вот появляются забереги. Откалывается. И начинается река. Лед, кстати, здесь не очень толстый. Ну и то, что нужно. Оттаял. Три ночи. Отлично. Встречай в следующий раз. Раскурка окушал?
Смотрю, чтобы ничего не выпало. Блядь, батарейка садится. Что-то быстро. Очень. Продолжаем движение. Я подниму сейчас. Такое бывает. Вот так вот. Еще до дождя успеть бы перейти. Вообще бы хорошо. Какой-то ветер. И тучки. Блин, надо было на часах шагомер пустить. Посмотреть, сколько хотя бы примерно здесь ширина реки. Но это вот остров, который не коренного берега. Оп ты. Осторожно, вот здесь вот проваливаешься. Не промок? А здесь, видимо, пропил делали, да? Преодолели. Нормально, все сухие. Вышли на темный лед. Вот так вот у нас в Якутске после долгой зимы, когда нечего делать, люди занимаются такой ерундой. Дядя Петя старый Тойон, как два брата. Дядя Петя, который сзади идет, и вот впереди навстречу идет дядя Володя. Он живет постоянно в Нерюнгри, но приезжает к брату каждый год поохотиться именно на водоплавающих дичь. Они выросли, родились и выросли здесь, знают всех местные, очень хорошо говорят на якутском языке оба. Поэтому вот Рома, это не племянник, мой друг, который идет впереди. Ну вот уже какой год занимаемся такой ерундой. Ну, прошлый год я пропустил из-за своего мотора. А в этом году пойдем попробуем что-то добыть. Вот, надо идти по темному льду. Это значит конкретно темный, жесткий лед, а снежок вот этот, вот, по нему идти невозможно, проваливаешься. Вот, кстати, ровно на середине встречи. Я приехал. Спасибо. И у меня меньше всех вещей. Один стульчик. Вот. Вон они что набрали. Ну вот так вот. Я им говорю, много не берите. Они набрали. Это надо было на плечо закинуть. Да вот это вот надо. Вот, не говорили, что я ничего не делаю, теперь я тащу. А я в телефон говорю, кино снимаю. С Жан-Клодом Ван Даммом.
Там кто-то сел, что ли? Пришли. Сейчас вдоль острова. Ух ты! Я все еще так же тащу. Самосвал вот этот. Вот там впадает в Кипре. Речка. Идем. Возьми вон, бери, вон от, палка сзади тебя, правее. Вот здесь, ну давайте вторую лодку, ребята. Вот сюда давайте. Вот здесь, ну. Тут-то проверено, здесь проще, наверное. Не, вот здесь. Попробуй. Надо развернуть ее немного, Дину. Теперь мы весь груз одели на себя, что могли. И идем пешей походочкой. Чуть-чуть поздновато. Поехали. Уже забереги большие. Вот дядя Петю с больными ногами на лодке отправили быть. Причем продукты у него все. Сюда мужики идут потихоньку. Идут потихоньку. Ну ладно. И мы пойдем. Ну, а мы опять плывем. Что ты говоришь? На самый, как за острова. Пойдем, до голова. То есть перешли мы фарватер до острова. Перешли остров по песочку, протащили. И теперь переплываем проток. Нормально? Доброе утро. Вчера мы благополучно переправились. Очень много еще шли вот по таким полям с нашим всем бутером на себе. Волокуши, к сожалению, плохо едут. Ну ничего, дошли. Поставили палаточку, поужинали, попили кофе и завалились спать. Вчера не охотились. Сейчас пойдем оценим обстановку, расставим манки, скоротки. Вот домик ребят. Там. Так, пойдем посмотрим обед. Здесь цех по разделке. Горелку достану сейчас, чтобы попалить ты. Мамка не кормила этого. Че все? А что 20 раз с перьями готовить? Может, его вам так пожарить? Прямо в сердце попал, видел?
Да, это обрежу все нормально. Может, ну, это вот так обрезать или вот так вот? Крылья. Да? Да нет, вот так вот и обламывай их вот по этой локоть, да и все. Здесь все равно жрать нечего. Да. Дать можно? Нет, сейчас почищу. Вот. Даже толком не мог показать, как готовлю. Ну вот. Варятся уточки с зажаркой. Вот так вот. Сейчас уточек вытащим. Дольем водички, чтобы холодцов не было. И будет вкусный бульончик. То есть все, в принципе, оборудовано. Дичь летает, но надо будет поставить перед началом показа ограничения по возрасту. Это вот у нас. Мы решили открыть кафе. Я слишком хорошо готовлю. Для охотника. Кулинар. Ты вот там, вот там снять было. Вот там, ну, котелок Ну, блин. фотографирует. Так они сейчас там нельзя же такое снимать, сейчас слюна же брызгать будет. Пойдем мешать. О. Полевая кухня. Так что мне жена сказала снимать все. Поэтому вкусно. По-любому будет вкусно. Посмотреть надо только. Прошло 40 минут. Готовы. Это будет вкусно. Спирт несем. 15 литров. И закуску, да? И закуску утку. Пакет утки. Я говорю, всю ночь ПВО работала, не дали им полететь. 12 лет? А когда голосовая работает? Да, ну у него микрофон не очень, я не ставил. У него мышка уже это, он не слышит. изначально потихо, откручивалась и этот. Управление никогда не пробовал. Ну вот я тоже не пробовал. Прикольно, да? Так. Самое хреновое же у курящих, у них нету спичек.
После вкусного обеда по закону Архимеда надо чуть-чуть... Ба, жара какая. Вот так вот мы здесь живем. А ты не топил бушром? Ну тут смотри, как все высохло. Что хотите делать? Мы этот, типа с кратка там сделаем, натянем, подготовим все. Серега говорит, я как А что так рано? Посидите. Не, Да, ну вот пускай основной сделает. спит мы приготовим, А немножко то посмотрим. ты вечером ориентируемся. засидимся туда все прям. Так, ну у нас закончился дождик. И мы выдвигаемся по своим местам, которые приготовили раньше днем. Показывать, конечно, не смог, потому что слишком много туда опять тащили. Руки были заняты. Там жарко было сегодня. Сейчас дождик лил 3 часа. Поэтому идем за добычей. На улице влажно, но тепло. Растянулись цепью по озеру как раз со стороны, как заходит. Но на каждом озере сидит по компании, и эта бедная утка мечется от озера к озеру. Но тут уже, так сказать, работает удача. Кому довелось добыть, кому нет. Но мы уже в обед, видели, покушали уточки. Значит, кому-то довелось добыть. Поэтому будем посмотреть дальше. Две мани. Ну, вот такой быт охотника. Где у нас такой продочек. Вот так вот. Это вот два подсадных индейца. Прикольные, но что-то они не крякают. Стесняются. Мелки. Чучела гусей. Там у нас сидит Витя. С первого выстрела добыл одного гуся в одиночку. Заманил. Гусь летит активно. Сегодня прям очень. Ну да. Ну вот,
Вечерка. Тарбахтин идевар, бля. Когда тарбахтин? Идя. Так, вот еще раз. 2 гуся. 2, 4, 6 черков и 1 шилка. Нормально прошло. Все. Потемнело, ветер поднялся. Как-то туман опускался. Ну, вроде протащило. Ну, что с погодой творится. Вот наша палаточка, печка топится. Все нормально. Ребят тоже. Настрелялся? Так вот пробиваемся к местам к своим. Петя, дядя, Петя. Это пацаны, уточки. Еще один день. Доброе утро. В темноте, конечно, ничего не мог снимать. iPhone в кромешной темноте далеко не видит тоже. А GoPro горят экранные лампочки, а утка этого боится. Поэтому будем сегодня днем пробовать. Утренние процедуры. Утренний завтрак, сердечки, утка, хлебушек, паштет, кофе, огурчик. Сейчас будет вкусно. Ну вот, немножко поспали. Пойдем опять делать передислокацию манков, профилей. Ребята еще сегодня уходят на ту сторону. Кому на работу, кому по делам. Свои манки они забирают. Потому что сюда уже, возможно, не будет возможности попасть. Ну, мы сегодня еще ночку посидим. А завтра утром начнем выдвигаться в сторону города. Погода вчера была не очень. Снег, дождь, снег, говорю, дождь, ветер, туман резко упал. Снять не получилось, в темноте, конечно, не видно. Но придавливала уточку к земле. Поэтому вроде бы неплохо. Вот этот водоем, где мы сидели, охотились, ребята загоняли сюда. Погрузчик еще по зиме сгребали, ну, под конец зимы, весной, сгребали снег, чтобы он таял в этой низине. А потом еще качали мотопомпой. То есть он искусственный. И сейчас, когда начнется лед, там есть протока. Говорят, что на этой воде уже ничего не будет, вся пойдет на проток. Ну, пока еще. Но погода вчера была такая, как будто пойдет лед. Пока не пошел. Будем посмотреть, что сегодня мы решили днем посидеть. Потому что гусь хорошо летит, но пока высоко.
Блять, я наснимал кадров там, наверное, капец. То мои пальцы, то мои руки, то мои ноги, то еще что-нибудь. Ну, не получится с видео, пойду в радиоведущий. Пойдем познакомлюсь с подсадными. Опа. Блин, самое противное это таскать. Надо какого-то оруженосца. Вчера еще 4 уток не нашли. Сейчас будем ходить искать в темноте. Но утки, какое у них зрение, как они реагируют на камеру. Камера стоит в стороне, и на ней загорается экран, который на GoPro отключить невозможно. В любом случае минимальное время 1 минута. И они прямо видно, как они. Ты только включил камеру, они как раз и уходят. И получается, что живых кадров нету. Попробуем сегодня в день включить, поставить. Тоже постоянно передвигаешься, где-то споткнешься, облокотишься или еще что-нибудь. Это телефон жены, не жалко. Конечно, шучу. Будем дальше посмотреть. Почва под водой уже оттаивает сильнее и сильнее с каждым днем. Сейчас у одной уточки там прическа хиппи. Сейчас покажу. О. Разговорчивые такие. Хохолок. Не хотят домой? Вытаскивай тяжело, да? Да они 3 года уже живут у хозяина. Здоровый дикий. Ну, есть контакт. Есть свободная минутка, можно показать быт якутских охотников. Ну, вот так вот они
большие топчаны, матрас, большая печка, стол. Ну и, в принципе, обычными рекламными плакатами сделано и достаточно тепло и заспано. Ну, крыша над головой, ты сухой, просушиться всегда можешь. Поэтому самый ништяк. Ну, здесь так вот. Вот. Ребята поехали. Часть своей добычи, конечно, забрали, но все делится поровну. Неважно, сколько билты, все работают одинаково. Вот. Ага. Строят, таскают. То есть все на равных правах. Нету такого. Поделили, наверное? Да, все поделили там. Ага. Поэтому нету такого, что я убил больше, я больше домой повезу. Все всегда делится поровну. Вот сейчас будем варить борщик. Это наша общага. Сегодня у нас будет на шурпа. 54. Завис ребрышков Сахатова. Просто картошечка, морковочка. С голоду не помираем. Слюной все захлебнуться. Но когда нет желания бродить по воде и идти обратно до табора, можно приготовить сардельки и перекусить прямо в скоротке. Это вот за день почти 13 тысяч шагов находил. Доброе утро, у нас крайний день. Вот так вот у нас сегодня ночью было. Все заледенело. Утка летала очень плохо. У нее выходной был. Нелетная погода. Вот так вот. Все, собираемся потихоньку в сторону города. Пьем кофе, чай и вперед. Вот так вот выглядит переход в обратную сторону. Воды стало больше, прибыла. А мы сейчас пойдем вот туда, на ту большую льдину, и по льдине, чтобы эти салазки по песку очень плохо катятся. Хорошо, уже можно рыбачить. Так, вот первый отрезок мной уже пройден. Волокушу уже утащил на ту часть острова. Там уже большая льдина. До нее переплывать будем. Так вот. Но ночью было очень холодно. И вот такой тонкий лед взялся в протоке. Еще правее на лед идешь. Теперь осталось переплыть до льдины. Да. Льда. Перейти основное русло. И на коренной берег. Осталось чуть-чуть. Надеюсь. Обстановка на реке, конечно, меняется каждый, не то что час, каждые 5-10 минут. Не было вот этих вот льдов, пока ходили за бутером. Оставшимся уже натолкало. Сейчас вот закроет эту проточку. Пока. Ну вот там остался. Здесь переплыть и там под коренным. И все. И вдоль берега.
километров 6. Ну там машина приедет. Нормально. Романтика. Кайф. Как ни крути, как ни уставай, все равно. Из года в год это все повторяешь и ждешь этого времени года. Все, первая партия груза на том берегу. Не на том берегу, на льдине. Сейчас моя очередь. О! Ну что, как у вас обстановка? По кайфу. Все, осталось чуть-чуть. Теперь может тренировку неделю не ходить. Хорошо. Я так и скажу своему фитнес-тренеру. Вот так вот ты идешь, тыкаешь, идешь. Лед, конечно, насколько за 3 дня изменился конкретно. Уже вот где он был белый, он становится такими вот иголочками. То есть где он был черный, который самый прочный. Ну, самая толстая льдина, которую я видел, была, наверное, 1,5 метра. Этот раз. Поэтому не знаю, сколько здесь. Смотрим, осталось чуть-чуть. Что-то все, что-то тянет. Не знаю, что я там не снимал. Кино пора подводить к концу. Ну, если получилось, посмотрели, значит, Света выбрала какие-то кадры. Ну, а если нет, тогда останется для семейного альбома. Ну вот, смотрите, скалы, откуда мы отправлялись и где мы переплывали. И вот такая махина сегодня ночью сдвинулась. Все оторвало от того берега, и она полностью вся уже уходит. Соответственно, ледоход уже рядом. Мы перешли, все нормально. Грузник толкает такую махину. Вот. Лед задвигает, смотри. Ладно, на этом, наверное, заканчиваем. Уже грузимся и домой. А там что увидите, то увидите.